Найбольшая колькасць злачынстваў за мінулы тыдзень зафіксавана па лініі крымінальнага вышуку – 60. Што называецца, па гарачых слядах на працягу сутак раскрыта 39, 6 з ліку здзейсненых раней. Затрымана 20 подозренных особ. Продолжаются мероприятия по деалкоголизации населения. Так, 5 января сотрудниками Барановичского ГОВД в гараже жителя Барановичей 1980 года рождения обнаружено 200 канистр по 5 литров спирта каждая. 1000 литров спирта на сумму 20 тысяч рублей изъято. Составлен административный протокол по части 3 статьи 12.27 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа от 10 до 100 базовых величин. 10 дорожно-транспортных здарэнняў, у якіх загінулі 2 чалавекі, і 8 атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці, зарэгістравана за мінулыя выхадныя на тэрыторыі вобласці. В темное время суток в городе Кобрине был совершен смертельный наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. И также смертельный наезд был совершен в Пружанском районе на автодороге республиканского назначения. На что бы хотелось обратить внимание, что, к сожалению, на сегодняшний момент погодные условия не благоприятствуют в отношении дорожной безопасности, и поэтому травмируется основная, самая незащищенная категория участников дорожного движения. 7 пажараў зарэгістравалі супрацоўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. 3 чалавекі загінулі, 2 выратавалі. Пашкоджана 4 забудовы. В городе Бресте в ночь на 8 января произошел пожар в 5-этажном жилом доме. В 3-комнатной квартире погибла женщина 1964 года рождения. Огнем повреждено имущество в одной из комнат. Супруг погибшей женщины, хозяин квартиры, и его дочь получили травмы с ожогами и отравлением продуктами горения. Они госпитализированы. Причина происшествия устанавливается. По предварительной информации, это могло быть либо неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшей женщины, либо нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.